Всех приветствую, друзья мои. Нахожусь на выгрузке, город Якутск. Ой, компания называется, сейчас скажу как. Дельта. Выгружаюсь, там в складе стоим. Тут мне пацаны показали кое-что. Сейчас я вам покажу. Ребята тут на все руки мастера. Сейчас увидите. Никто не знает, на что это похоже. Может, кто догадается. Ребята свои лодки строят. Стапель у них такой. Будет 12 тонн грузоподъемности. Все с алюминия. Туда по Колыме будет ходить. Вот такая вот лодочка. Ну, я сейчас это самое, работаю в другом месте, поэтому не получится. Вот рубка. Все, ребята груза возят, отправляют туда по северам. Вот, у них машина загружена. И сейчас вот такую тему строят. Любые лодки строят. Если кому-то надо, можете обращаться. Рядышком с компанией Дельта. Не помню, как улица называется. Вот все. И так прикольно, я посмотрел тоже. Первый раз как бы увидел это дело. Понравилось. А это вся длина ее или она длиннее будет? А? Это вся длина ее или длиннее? Ну, здесь еще кранец был, 40 сантиметров. А рубка получается где-то здесь, да, будет? А? Рубка где? Рубка вот здесь. На втором, ну, то есть, вот здесь вот такие. А это уже получается перед грузовой, да? Да, там трюм был внутри. Ага. Вот видите. Ну, вот так она выглядит. Интересно просто, первый раз. Попробую найти. Так тема. Я говорю, в Якутске ребята на все руки мастера. Ну да. Без дела не сидят. Но это у вас уже не первая она такая, да? Это вот такая третья. Третья? Уже две ходят, это, да, получается? Две ходит на Колыме. На Колыме. Вот, ребят. Видите? А так в основном я маленькие вот делаю. Маленькие. А как вообще фирма называется? Ну как называется? Я сам. Сам по себе? А может какой-то контакт, может кто-то будет обращаться так? Рекламу. Ну давайте я потом запишу телефон ваш. Маленькие тоже делаете, да, получается? Ну, маленькие какие? 5,75, 6,75. Ну вообще речные делаете только или морские тоже делаете? Ну, смотря, по какому морю ходить, могу показать видео. Ну и так, друзья. Все, мы стоим. Короче, мы не успеваем. Тут большой паром. Сейчас я чуть-чуть сниму вам, как грузится. Как грузится паром. Ну, мы с этого причала будем заходить. Мошка здесь, конечно, ветерок дует нормально. Ветерок перестал дуть, все, мошки капец. Мелкая мошка прям долбит капец как. Если бы ветра не было, все тут вообще невозможно было. Река как упала вода. Если по берегу смотреть, вон.
Вот это, кстати, нормальный паром, SP858. Широкая парель у него. Нам заходить одно милое дело. Все, пошли пацаны первые. Сейчас сразу на правый бок одного, потом на левый и погнали туда-сюда раскатывать. Сейчас засниму, как вот этот вот зайдет. Много не буду снимать, потому что маневрирование в ограниченном пространстве, на эти паромы заходят, миллиметражи такие. Все, вот он проканулся под правый борт. Все, сейчас и Века будет заходить под лево, а этот уже там. И так они будут сейчас выстраивать их. Ну все, ребят, выехал с переправы, уже за Бестях выскочил. Все, возвращаемся. Двигаем в сторону дома, время 8 вечера. Но надо поработать сегодня. Надо покушать. Где-то успеем сегодня, не успеем, куда вообще. Даже не знаю. Короче, надо успевать. Долго переправлялись, прям вообще капец. В обед начали. Сейчас переправились. Маленьких очень много. Очень много маленьких машин. Так что как-то так, друзья, все двигаем. Ну и так, друзья, все уже сегодня 3 августа. За бортом 11 градусов. Проснулся сегодня, ночевал там, Улу прошел, встал на стояночке, переночевал. Еду уже Алдан прошел. Все нормально. В Тамоте останавливался, там с местными разговаривал, говорят, нынче медведей очень много. Ягоды мало, мелкая ягода, что черника, что голубика. Ну, они там продавали как раз. Она прям видно мелкая-мелкая. И говорят, медведи голодные, очень много медведей. Едем впереди. Ну, тут сколько-то Тита еще. Сейчас подниматься будем потихоньку и упремся в Тита. Короче, пасмурно, морось стоит. Какая-то непонятная. Ну, вчера ехал, получается, уже стемнело, ехал-то. Плюс 3. Даже снежинка загорелась, что изморозь. Такая вот фигня.
туда, как Магадан. Сусуман получается. Там снег выпал. Поселок Оленек в Якутии. Там прям снегом навалил, капец. И вот так вот. Такая вот ситуация. Здесь с медведями и со всей. Ну и местные жалуются, что народ медведей прикармливает. Они прям везде потом лазят. Вот так. Едем дальше, еще включимся. Короче, друзья, проезжал всегда мимо. Думал, что это такое. Вечная память. Сия часовня в честь новомучеников российских освящена 13 сентября 2009 года по благословению. Короче, погиб в память всех погибших и умученных в лагере Васильевка. 49-54 год. Ну, то есть тут еще забор остался, крест стоит. Сейчас посмотрим там чуть-чуть. Это получается, ну, Китай не доезжаю, всегда приезжал, думал. Здесь лагерь был для заключенных. Получается, сейчас. Ну, забор вот остались. Еще. Что тут дерево не так гниет, как, допустим, у нас в Приморье. Заборы стоят, я думал, что такое сначала. Оказывается, лагерь был. Вот оно место. Так быстро снял. Сходил быстренько, а то вдруг тут какие-нибудь мишки-медведи. Что-то маленько посигналило. Ну вот такое место, друзья. Сваливаем отсюда. Сейчас будет километровый столбик. Я скажу, какой километраж. Получается, вот он мелкий. Уже зарос весь. Забор так стоит здесь. Крест стоит. Ну, то есть там здания какие-то разрушенные были. Пойду я туда. Не хочу. Так, километраж получается 538. 538. Казахи со своими тралами, они-то что-то здесь забыли. Что, наших травов не хватает. Заметил, сюда в Якутию, туда на Магадан дальше едут казахи, киргизы. Кого тут только нет. Китайцев пока нет. Наверное, скоро поедут. Я вот всегда ездил и думал, что это за место такое. Ну, сколько раз уже здесь ездил. Надо посмотреть в интернете. Я не знаю, мне сейчас связи нет. Тут будет связь. Про этот лагерь Васильевка, что там вообще написано. Что за лагерь, что вообще делали? Посмотрю. Ну, можете вы посмотреть.
большой лагерь был, здоровый. Если продолжается, то получается сейчас какой километраж уже идет. 535, 3 километра что ли. Ну и там я поднимался где-то забор с километра, шел 4. Действительно, если это все лагерная территория, то это очень здоровый лагерь был. А может быть вот тут какие-то там за леском, ну сейчас не видно. Видно, что что-то копали. Может быть они где-то здесь и каменоломни или что тут у них было, может что-то это. Ну, надо, говорю, посмотреть в интернете точную информацию. А то я сейчас вам так договорю. Потом Википедия наша скажет, что совсем по-другому. Посмотрим в интернете, что там говорят. Ну и вот почему-то перед Титом сразу лес такой поменялся. Вот сейчас вроде пошел опять смешанный. А вот где вот этот лагерь, да, там как лесотундра получается. Карликовые березки стоят. Кедровый сланник. Мелкий такой. Так вот, друзья, едем, дальше едем. Спускаюсь уже в Нагорный. И сейчас пойдем подниматься по Гравийке. До границы осталось чуть-чуть. Якутия, Амурской области. За бортом у нас чуть-чуть 16 потеплело здесь. Здесь теплее, там холоднее. Короче, в этом районе медведь живет. Он ходит, там стоянка есть, мусорные баки кто переворачивал, мудила весь мусор вытащил. Такой шкодный. Что-то строится, я даже не знаю, там какая-то нефтебаза или что-то такое. Город. Ну и ветка Бамажа здесь проходит. Они там вторую полосу что ли делают, что-то куда-то ехал, смотрел. Ну а у нас что? А у нас заканчивается асфальт. Время все это работало, станция Нагорный, МАМ, все дела, а теперь одни заброшки. Блин, зимой она здесь ровнее, зимой здесь дуешь и дуешь. У кого-то пружину кто-то потерял с колодок. Колодки на ходу рассыпались. Лещи, капец, все гремит, все выдавается. Антибукс срабатывает. Пустыми колеса подпрыгивают. Антибукс сразу душит. Татары поехали. Мотолыгу повезли. Вот это вот со всеми событиями в стране
самое, да? Возила эти, ну, спецгруза туда-сюда, пропуска поставались, и табличку вешают МО, Министерство обороны. И думают, они едут, что цари их никто не тронет. Сейчас на Беркаките тебя там как раз нагнут. Сегодня Белый Лебедь там всех подряд тормозит. Одну останавливает, проверил документы, все нормально, тут же отпускает, тут же вторую. И так на две стороны херачит. Навешивает своих пропусков, типа тут не действует, тут закон тайга. Медведь здесь прокурор. Кстати, на той стоянке, блин, киргиз стоял. Я ему говорю, ты смотри, что-то он вокруг машины ходил. Он аж глаза выпучил, когда я ему сказал, что здесь медведь обитает. Я, говорит, понял, а где лучше? Я говорю, да вон подальше отъедь. Тут, говорю, вас чуть-чуть проехать, и все нормально. Может, говорю, до Иенграда ехать. Там прям в поселке стоянка есть. Все, говорит, спасибо. Антибус жестко срабатывает. Душит машину. Ладно, друзья, дальше включимся, там уже будем спускаться. Ну что, все, республика Саха-Якутия заканчивается. Говорим ей до свидания. Спасибо ей, что приняла нас в этот раз. Что нормально проехали. Ну, а впереди что у нас? Амурская область. Тынкинский район. Конечно же, здравствуй, Амурская область. Все, сейчас чуть-чуть асфальта, потом ремонт, потом еще чуть-чуть. Тында. Потом еще попрыгаем после Тынды. 267 до Невера. Все едут, спрашивают, а на Беркаките стоят гаишники. Даже поехал, по-моему, казах на дафе. Я говорю, стоят. А до скольки он работает? Я говорю, да я откуда знаю. Он мне, говорит, свой этот режим работы не показывал, график. Вообще в воскресенье как странно, что они приехали, они не приезжают по воскресеньям. В субботу, воскресенье, то есть ни разу я не попадал. В понедельник, да, они встают в понедельник и могут неделю отстоять. Все боятся что-то. Чего их бояться? По тахографу, если нарушение, ну, блин, пусть вписывают, что. Куда деваться? От этого никуда не денешься. А так надо все с документами возить, и все официально. И все, и тогда проблем никаких не будет. И все будет нормально. Тысяча 1090, да, я в прошлый раз говорил, здесь высота. Граница над уровнем моря. Блин, окна все заляпанные. Тут какие-то мухи, комары, мошка, блин, жирные. Все, сейчас отмыть сегодня вечером. Сейчас до Невера дойдем. Что-нибудь перекусить. Стекла намыть до баиньки. С утра двинем. У нас-то здесь в любое время можно ездить. Все, у нас здесь такой движухи нету сумасшедшей. Это на западе, да. А
Да, сегодня там, пока связь была, быстро прочитал комментарии. Я не отвечал, потому что времени нет, да и возможности нет, связи нет нифига. Про голубику спрашиваете. Голубика, черника, да? Ну нет, там черника была. 1800 ведро. Ну, как бы недорого, я думаю, да. 5-литровое ведро 1800. Получается. Это что? Ну, здесь дороже. Здесь получается литр 800 рублей. То есть 5-литровое ведро 4000 для черники. Ну и то и мало. Спрашивал сегодня. Так, по этому поводу разобрались. По поводу соляры писали 62-63, да, по-моему, в Татарстане. Нет, она там, по-моему, 61. Ну, от нефти я уже забыл. Про Яндекс.Дзен я попозже сделаю канал, но пока туда ничего не будет заливаться, он будет как резервный. Я сделаю, посмотрю, что там вообще, как, еще не знаю. Канал сделаю, то же самое будет также называться, та же самая эмблема, попробую, но я еще пока не делал ничего. Как сделаю, я напишу, ну, либо видео скажу всем, что канал создал, все будет там, всякие пожарные. Ну, еще, мне кажется, почему, честно сказать, пугают Яндекс.Дзен, переходите туда, сюда. Правильно, и кто этим зарабатывал на Ютубе, ну они зарабатывают, но сейчас меньше зарабатывают, а на Яндекс.Дзене та же самая реклама, та же самая, мне кажется, там, то, что кажется, там они могут зарабатывать от Яндекса. Вот и все. Ну, посмотрим, да. Ну, видео долго грузится, я сам заметил. Ну, большая часть мне это не YouTube тупит. Это как бы загружаются видео долго туда, да. Смотришь фильмы нормально, ничего там не тупит, ничего никак. Это у нас связь, интернет такой стал. Я, знаете, что заметил? Я раньше здесь вот ездил тут. Даже бывает, фильм включишь на телефоне и просто слушаешь, едешь. Что там говорят, там, да, просто. И от Хабаровска до Читы я спокойно все это грузилось, все. Хотя и там интернет, ешка горела. Все грузилось, все нормально было. А теперь вообще не работает, ничего не грузится. Даже сообщения в WhatsApp не грузятся. А тогда даже ешка горела, и это еще летало, сообщения улетали, и приходили. И пацаны тоже говорят, заметили здесь. Раньше связь была по трассе, даже и Мегафон, МТС вообще хорошо ловила. Теперь только в населенных пунктах кое-как ловит. Ну и Билайн также. В населенный пункт заезжаешь, вроде в одном месте в начале населенного пункта ешка горит, в середине LTE, ну 4G типа. А потом дальше опять. Все равно, я думаю, так что санкции это неспроста введены, они же сказываются, все равно они будут сказываться именно на этом ощутимых. Ой, не будем о политике, не хочу даже об этом говорить. Так что со связью что-то не так. Это не с Ютубом. Ну, по крайней мере, я вот наблюдаю уже давно за этим. Вот такая ситуация. Так что по каналу я сказал. Что еще хотел сказать? По топливу. Так что будем там, ну, пока туда ничего не будет заливаться. Не знаю, когда. Как домой приеду, сделаю и посмотрим еще. Потому что, ну, тоже целый день едешь, пока туда-сюда, блин, связи нету. Вот у меня на сегодняшний день, грубо говоря, я возвращаюсь домой, а вы только посмотрели серию, как я, по-моему, до Читы добрался, да? Вышла серия.
Я уже домой возвращаюсь, то есть впереди еще несколько серий. Так что, ну, хочется, конечно, там выкладывать, быстро снял, смонтировал, но в принципе монтажом там не сложно заниматься, да, пока там эффектов ничего нету такого. Так, все, до поры до времени все это будет. Чуть попозже все это будет. Я пока не волшебник, я только учусь. И что еще? Такая вот. Хочется, конечно, но связи нету. Физически. У меня бывает ролик, я с дома выхожу. Первый, да, там до Хабаровска. Там куда доезжаю, снимаю. И он у меня заливается 3 часа. Ой, 3 часа, все, заговорился. 3 дня. Я до Читы дохожу уже, а ролик еще только первый загружается. А потом после Читы более или менее. В Москве, да, в Москве там связь хорошая, все летает, все, там все для людей. Ну, вот так здесь. Ну и по трассе в многих местах нет связи. Где раньше она была, теперь ее там нет вообще никакой. Вот и все. И уже не знаешь, какого мобильного оператора поставить. Теле2 вот есть, да, у меня еще. Ну, у меня 2 мобильных оператора. Тоже не везде, допустим, в Якутии здесь нету Теле2, в Чите нету, в Забайкальском крае, в Амурке тоже нету Теле2. То есть вот этот участок тут либо Билайн, либо Мегафон, либо это, что-то МТС еще. Ну, Йота здесь вроде как, ну, про Якутию не знаю, а Забайкалье и Амурка вроде как Йота хорошо развита. Ну, опять же, блин, кого не спросишь, да хрен знает уже какого. Хоть всех операторов по одной покупай, и в каждом регионе, блин, на новом операторе ездить. Так что как-то так, друзья. Так что не переживайте, все будет потихоньку, помаленьку. Мы только начинаем развиваться. У нас сегодня как бы знаменательный день, да, у нас 500 человек. Ну, на момент снятия ролика я смотрел. Пока в Неринге там быстрая связь была, 500 человек. Так что мы только начинаем развиваться. Потихонечку растем. Дальше больше. Все будет. Все будет. Главное от вас подписка, комментарий, лайки. Я даже если в комментариях не отвечу, но я видео отвечу, я как бы читаю, все равно бывает такое, что поймите, физически я не могу успеть. Это только так кажется, как некоторые говорят, да что вам там? Сидит целый день до рули, что там делать, ты в носу ковыряйся, ну да. Что это очень тяжелый, нервный труд, об этом никто не думает. Все думают, да так что? Но я не говорю именно про каждого, есть индивидуумы, которые так думают. И есть индивидуумы те, которые идут сюда ради больших денег. Больших денег в этой профессии не заработаешь, это раз. Больше геморрой заработаешь. И здоровье свое угробишь. Ну, вот буду по-честному говорить, да. Не, ну есть там, конечно, там не 3 копейки зарабатываешь, но все равно. Ну, минусы, то есть много. 7 месяцами не видишь. Ни дома не бываешь, ничего. Потом, блин, и ртом, и одним местом все хватает, чтобы все дела успеть сделать. Еще надо подумать об этом, идти ли в эту профессию. Конечно, говорили, учись, да? А я все биби, да биби, вот и теперь биби. Как-то так. Знал бы, где упадешь, конечно, соломки бы постелил, но я никого не отговариваю, каждый делает свой выбор, но так вот как-то так, друзья. Все, двигаем дальше. Так что про Яндекс.Дзен я вас услышал.
сделаем, но пока не знаю когда, и когда там начнется видео, будут вообще туда выкладывать. Будет как резервный канал. Может быть, я посмотрю там, если можно, шорты, не шорты. Я туда буду, мол, шорты выкладывать, блин, какие-нибудь, и все. Посмотрим. Я пока еще ничего не знаю. До дома доберусь, там посмотрю уже. Тында. Столица Бама. Все, приезжаем в Тынду. Мы еще приезжаем, конечно. Еще ехать. Вывеска здесь стоит. Да, Тында. Не знаю почему, но называют столицей. 177 километр. Ручей. Так, ну что нам получается? До Невера 170. Тут туда. Уже выкинул федералку. Амур. Что-то Хабаровск. Добрались до Невера. Уж, блин, через дорогу бегают. Все. Говорим до свидания федеральной автодороге. А360 Лена. Ну и поворачиваем в Хабаровск. Будем двигать в сторону дома. Стоянки встанем на ночлег, а с утра уже поедем. Что как-то вот так все выбрались. Два туннеля тут таких. Хабаровск 1175. Дорога вообще капец. Волна на волне. Также до конца проедем на выезде. Не на выезде, уже мы Невер-то пройдем. На транзит станем. Отдыхать. Завтра поедем дальше. Все ближе и ближе к дому. Так, тут камера, кстати. Волчком едет и предупреждает, что большая ширина идет. Вот впереди машинка прикрытия. Там, когда выезжали, стоял негабарит, видимо, с ним идет. Ну и что, друзья, на этой ноте, наверное, мы закончим очередную серию. Всем спасибо, что смотрите. Вот и что-нибудь определись в своей жизни уже. Подписывайтесь, комментируйте.
что вас всех ждут дома. До новых встреч. Все, всем удачи, ребята.